Уважаемые коллеги, доброе утро! Приветствуем вас на едином методическом дне, который проходит сегодня в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Мы решили объединить 3 больших мероприятия, которые должны были состояться в разные дни. И вот такая у нас картина получилась. Кроме всего прочего, у нас есть вопросы, которые нам нужно обговорить с директорами ЦБС муниципальных округов. И сейчас мы начинаем первую часть нашего методического дня. Это семинар по сохранности библиотечных фондов. Называется он «Сохранность документов, традиции и новые подходы». Сейчас вы увидели видеоролик, который всегда показывают при открытии региональных центров консервации и реставрации. Вы сейчас знаете, что это, но Татьяна Александровна как раз будет об этом говорить. Это как раз и есть новые подходы в этом направлении работы библиотек. Почему мы решили провести именно на эту тему семинар? Потому что в прошлом году мы дважды попадали в ситуацию с авариями, когда нужно было спасать фонды, несмотря на то, что у нас Центр консервации и реставрации есть в библиотеке, несмотря на то, что он постоянно об этом говорил, мы растерялись. Пока не пришла Земфира Георгиевна, пока не пришли специалисты, которые там работают, люди не знали, как сушить книги, что с ними делать и так далее. Поэтому вот в процессе семинара мы будем об этом говорить. Земфира Георгиевна будет рассказывать об аварийных ситуациях и расскажет как раз о тех случаях, которые были не только в Национальной библиотеке, но и в Чувашской Республике в целом. И дальше будут выступать наши коллеги, рассказывать о том, как нужно себя вести во время этих ситуаций. Сейчас это особенно важно, потому что у нас уже будет 28 модельных библиотек 4 декабря. Их фонды пополнились на 2000 новых книг, поэтому особенно для них это важно, для других тоже, потому что нам важно сохранить фонд для нашего населения, чтобы они могли пользоваться им, получать информацию. Да, мы понимаем, что мы публичные библиотеки, мы понимаем, что ваш фонд должен обновляться чаще, чем библиотек государственных, но тем не менее то, что имеем, мы должны сохранить и не растерявшись спасать его. Вот. Значит, после семинара люди, которые записались на мастер-класс, он будет проходить в пристрое, помещение 10, переходят туда. Остальные остаются здесь, в зале. Особенно нам нужны директора ЦБС, которые сидят в первых рядах, первый и второй ряд, потому что членами методического совета в первую очередь являются директора. И завершится сегодняшний день презентацией реабилитационного оборудования. Мы приглашали на семинар и представителей музеев, архивов и так далее. Я вот не знаю, Таня, они есть, да, Татьяна Александровна? Есть, да, они присутствуют здесь. Но после семинара вы можете пройти тоже на мастер-класс, если вам это интересно. Я думаю, лишний раз повторить что-то очень полезно. Мы хотели бы для своих людей тоже провести этот мастер-класс. Ну и начали мы наш семинар с видеоролика, который показывает нам процесс реставрации книги, начиная с промывки, разборки, с промывки, доливки утраченных фрагментов и до того момента, как книга снова отремонтированная, отреставрированная становится на полке вашей библиотеки. И вот с этого мы как раз и начнем, и Земфира Георгиевна продолжит эту тему, да? Земфира Георгиевна, да? Ой, извините, Татьяна Александровна
современный подход к проблеме обеспечения сохранности документных фондов. Ну, уже говорили, что сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны продолжает оставаться одним из ведущих направлений государственной политики в области библиотечного дела. Следующий слайд. В стратегии развития вторым основным направлением после создания сети модельных библиотек указано развитие и сохранение библиотечного фонда России. И среди механизмов решения его основных задач в том числе обозначено формирование сети региональных центров консервации и реставрации, их материальное и ресурсное обеспечение. В 2022 году Российской государственной библиотекой по решению Министерства культуры Российской Федерации был запущен проект по созданию этой сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. Следующий слайд. Предпосылкой к его запуску стал проведенный Российской государственной библиотекой в 2020 году всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов, в котором приняло участие более 250 библиотек из всех регионов страны. И исследование показало, что в фондах центральных библиотек регионов сосредоточено почти 12,5 миллионов редких документов. Из них 26% нуждаются в срочной реставрации, в массовом библиотечном переплете 6,5 миллионов единиц хранения, около 5 миллионов редких документов нуждается в фазовой консервации. При этом очень небольшое количество библиотек располагает оборудованием и кадрами для сохранения ценных фондов. Вот основные проблемы вы видите на экране. Следующий слайд. На решение этих проблем и нацелен проект по созданию в регионах специализированных центров, в каждом из которых квалифицированные реставраторы с помощью профессионального современного оборудования и материалов будут реставрировать, сохранять в должном состоянии важнейшие для истории и культуры региона и страны документы. Следующий слайд. На сайте РГБ создан специальный раздел по проекту, разработана и утверждена концепция создания сети региональных центров. В ней, в частности, определена структура сети. Она представляет собой один федеральный курирующий центр при Российской государственной библиотеке и 40 региональных центров, которые будут открыты до 2030 года, включительно во многих центральных библиотеках областей, краев и республик Российской Федерации. Структуру вы видите на слайде. Самого центра тоже, да, когда он состоит, в него входит обязательно реставрационная мастерская, лаборатория, переплетная мастерская и учебно-методический комплекс. В концепции определены основные виды деятельности. Вы видите их на слайде. Не буду повторять, что написано, добавлю только, что туда входит и обследование фондов, оценка их состояния, выполнение гигиенической дезинфекционной обработки документов, ликвидация последствий аварийных ситуаций и спасение фондов. Это тоже все ляжет на региональные центры, в том числе и разработка технологических инструкций, другой инструктивно-нормативной документации по вопросам реставрации и сохранности фондов. Создание центров проходит на конкурсной основе. Заявки рассматриваются по десяткам параметров. Но первый – это наличие подходящего помещения и финансовая поддержка со стороны региональной власти. Как распределяется финансирование проекта? Со стороны федерального бюджета через Российскую государственную библиотеку осуществляется поставка современного оборудования для центров, его установка и техобслуживание постоянное, подготовка квалифицированных кадров на базе Российской государственной библиотеки, общее методическое руководство через Федеральный центр консервации и реставрации, единый фирменный стиль, информационная поддержка. На регион же возлагается ремонт предварительный и содержание помещений центра, не менее 150 квадратных метров должно быть, всех сетей, систем инженерно-технического обеспечения, приобретение реставрационных, переплетных и других материалов для осуществления деятельности, подбор штата работников от 7 человек, фонд оплаты их труда, командировочные расходы и, конечно же, выполнение плановых показателей. Это вы их видите на экране. Вы видели, какой долгий и кропотливый процесс реставрации буквально одного документа, который нам показали в фильме, где монтаж, да, ускорение. А так это проходит достаточно, наверное, несколько недель, да, Зефира Георгиевна? Месяца, несколько месяцев может проходить реставрация одной книги. Понятно, что их там будет несколько. Для сравнения, чтобы вы почувствовали, какой будет объем,
Сегодня наш сектор консервации со штатом 4 человека и существующим оборудованием в год выполняет реставрацию максимум 4-5 документов, изготавливает 100 контейнеров из климатических контейнеров для фазовой консервации и осуществляет массовый переплет 400 документов. То есть просто цифры должны вырасти в 3 раза. Однако, несмотря ни на что, в наших планах принять участие в конкурсе на создание на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики регионального центра после высвобождения помещений, которые сейчас заняты национальным телевидением, и обязательно уточнение объема ценных документов, которые находятся в учреждениях республики и требуют консервационного вмешательства. Тоже нужна будет ваша помощь. Вы знаете, мы создаем анкету, здесь Георгий подробнее расскажет. Проводим мониторинг ежегодный, и в этом году туда будут добавлены вопросы как раз для уточнения объема этих документов, которые нуждаются в консервационном вмешательстве. Это вот на задача на ближайший год такая. Да, следующий слайд. Вот такое оборудование поступает в центры. На сегодняшний день, следующий можно потом сразу сказать, на сегодняшний день открыто 9 центров реставрации и консервации библиотечных фондов. Пилотным региональным центром стал центр в Нижнем Новгороде, открытый на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина 2 декабря 2022 года. Следующий слайд. Да. И можно сразу следующий. В 2022 году также был, кроме Нижнего Новгорода, открыт центр в Рязани при Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. В 2023 году открылся центр в Ижевске на базе Национальной библиотеки Удмуртской республики, в Красноярске на базе Красноярской краевой научной библиотеки, в Воронеже на базе Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени Никитина и в Кирове при Кировской ордена почета Государственной универсальной областной научной библиотеки имени Лерцина. Следующий слайд. В 2024 году, буквально в течение последнего месяца, был открыт центр в Якутске на базе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Это самый восточный центр нашей страны. В Волгограде на базе Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Это самый южный центр страны. И в Саранске на базе Национальной библиотеки Республики Мордовия имени Пушкина. В начале декабря в Новосибирске, буквально 4-6 декабря, на базе Новосибирской государственной областной научной библиотеки откроется юбилейный 10-й центр. Он станет самым большим по объему оборудования, количеству сотрудников, оснащению и занимаемым площадям. Вот такая у нас тенденция сейчас идет в стране. Закончить свое выступление я хочу словами генерального директора Российской государственной библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциации Вадима Дуды, сказанным на открытии одного из центров. Суверенитет, независимость, наша национальная и историческая идентичность складываются из того, что мы оставляем будущим поколениям. Мы просто обязаны сохранить каждую запятую, каждую букву в документах, которые хранятся в библиотечных и архивных фондах, для передачи следующим поколениям достоверного документального среза нашей истории. И этому будут способствовать работы сети центров консервации и реставрации по всей стране. Спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы. Татьяна Александровна забыла сказать о том, что будет, если мы не будем выполнять свои обязательства, если откроется как центр. Да, я как бы делала такой акцент голосовой, можно сказать, на том, что необходимо постоянное снабжение из регионального бюджета по покупке материалов, если вдруг не будет выполняться план, если вдруг не будут поступать материалы для реставрации, все оборудование будет забрано обратно. Очень строго, все очень серьезно. Оборудование там буквально на десятки миллионов рублей, а с региона ежегодно практически 15-20 миллионов должно уходить на этот центр. Если есть желание, мы можем организовать поездку в Саранск, посмотреть работу регионального центра или в Нижний Новгород. Нижний Новгород нам удобнее, конечно. Вот. И в любом случае у нас есть специалисты, которые готовы стать во главе этого центра. Но вот это финансирование, которое выливается в огромные суммы, оно, конечно, пугает всех.
Вот Татарстан участвовал в этом конкурсе, и они не прошли, и очень рады, потому что в разы увеличивается план, в разы увеличивается количество сотрудников, которым нужно дать зарплату не ниже, чем в других центрах консервации и реставрации. Сейчас мы Земфиру Георгиевну как раз уже чисто с практической точки зрения послушаем. Она расскажет вот о том, что я говорила, какие аварийные ситуации у нас были, какие вообще они бывают и что нам нужно делать в этих ситуациях. Пожалуйста, серьезно отнеситесь, потому что климат сейчас меняется. Вы видите по всему миру ураганы, наводнения и прочее. Когда это все произойдет, это непредсказуемо. Непредсказуемо. Чтобы не растеряться, нужно быть готовым заранее. Пожалуйста, Дмитрий. Аварийные ситуации в библиотеке. Это сочетание условий и обстоятельств, которые могут нанести ущерб фонду и работе библиотеки. Например, пожар, затопление, обрушение строительных конструкций, порча и кража книг. Аварии способны за короткое время, часы, дни, нанести значительный ущерб фонду. Они неизбежно приводят к нарушению режима хранения, активизируют биологические факторы. Неправильные действия людей во время и после аварии могут усугубить последствия. Аварийные ситуации могут возникнуть из-за различных факторов, как внутренних, связанных с деятельностью людей, так и внешних, стихийные бедствия. Стихийные бедствия наиболее вероятные в условиях нашего региона: ливневые дожди, грозы, таяние снега, поднятие грунтовых вод, ураганы. Факторы, связанные с деятельностью людей: неправильное хранение библиотечных документов, например, нарушение режима хранения, нарушение требований техники безопасности, в частности при проведении ремонтных работ, неисправность кровли, систем жизнеобеспечения, водоснабжения, отопления, электроснабжения, канализации, нарушение гидроизоляции фундамента, стенок подвала, повреждение ливневки, водостоки, водоотводы от мостка. Возможны также террористические акты, военные конфликты, техногенные катастрофы. По данным Федерального центра консервации библиотечных фондов, в России чаще всего происходят аварийные ситуации по следующим причинам: неисправность систем водоснабжения и отопления, кровли, 76 случаев из 100. Поступление воды в цокольные этажи и подвалы во время таяния снега, дождей, 18 случаев из 100. Оставшиеся 6% приходятся на разные факторы. Например, ремонтные работы, строительная пыль, мусор, возгорание из-за нарушения правил техники безопасности, механические повреждения документов при их перемещении. Все это самым печальным образом может отразиться на состоянии документов. Пожары случаются редко, но наносят наибольший ущерб. Вот, например, по наблюдениям Федерального центра консервации, за 10 лет в региональных библиотеках был 1 случай пожара. Тогда фонд пострадал при тушении. Ежегодное исследование Национальной библиотеки Чувашской Республики, мониторинг условий хранения и состояния фондов в библиотеках Чувашской Республики подтверждает такую статистику. К примеру, в 2023 году в республике зарегистрированы 8 случаев протечек кровли, систем водоснабжения, отопления. В одной библиотеке крышу снесло ураганом, в другой произошел пожар. В результате протечек намокло более 1000 документов. Из них утрачено около четверти, 73% спасено. В ходе тушения пожара пострадал и был утрачен весь фонд Малоангельдинской сельской библиотеки Чебоксарского муниципального округа, около 5000 единиц хранения. Марина Владимировна сказала, что в нашей библиотеке тоже были 2 случая. Благодаря нашим сотрудникам буквально все документы были сохранены. Всего же, по нашим сведениям, за последние 9 лет в республике горело 3 библиотеки. Только в одном случае малую часть фонда удалось спасти.
Какие меры могут, там было еще более детальное изложение диаграмм. Какие меры помогут предотвратить возникновение аварийных ситуаций? Плановые профилактические осмотры систем жизнеобеспечения и техобслуживания. Это обязательно в любой библиотеке. Своевременный ремонт выявленных неисправностей, даже мелких, таких как протекающий кран, мокнущий стык в водопроводной или отопительной системе. Эта мелкая погрешность может когда-нибудь прорваться и нанести значительный ущерб. Своевременный ремонт кровли, водостоков, гидроизоляции, фундамента, установка пожарной сигнализации. Установка пожарной сигнализации в библиотеке обязательно. Эффективна также установка датчиков воды. Современные системы с такими датчиками при обнаружении протечки подают сигнал и автоматически перекрывают подачу воды. Желательно установить такие датчики во всех библиотеках. Снизить ущерб, а может даже избежать его при аварийных ситуациях, поможет расстановка стеллажей, размещение документов в соответствии с ГОСТ 7.50, консервация документов, общие требования. Основные моменты перечислены на слайде. При такой расстановке можно свободно передвигаться по хранилищу в любой ситуации, а документы лучше защищены от различных повреждений. Например, вода, текущая по стене, не попадет на стеллажи. Вот тут фотография стеллажа, но, можно сказать, идеального стеллажа, и расстановка книг идеальна. Сверху есть прикрытие над верхней полкой, от нижней полки до пола расстояние явно не менее 15 сантиметров. Все стоит ровно, за пределы полок не выступает. Дальше. Имеет значение санитарно-гигиеническое состояние фонда. Запыленный фонд в случае намокания пострадает сильнее. В документах появляются грязные разводы, быстрее будут развиваться биологические повреждения, плесень, например. Важно подготовиться заранее к действиям в аварийной ситуации, разработать план действий в аварийных ситуациях, документ, в котором описаны меры по предотвращению аварий, организации действий во время аварийных ситуаций и мероприятия по ликвидации ее последствий. Необходимо приобрести и подготовить материалы и оборудование, которые могут пригодиться для ликвидации последствий аварии. Обучить персонал действиям аварийной ситуации, проводить тренинги регулярно и периодическую проверку знаний на практике. Подробнее эти пункты будут освещены в следующих выступлениях. Сейчас хочется отметить необходимость заранее наметить приоритеты спасения, то, что и наиболее ценно в конкретной библиотеке. Национальная библиотеки – это редкий фонд, в первую очередь книжные памятники, и фонд отдела «Книжная палата». В других библиотеках, муниципальных библиотеках и других также могут быть свои приоритеты. Их стоит выделить из общего фонда, хранить отдельно на особой полке стеллаже. В заключение, то, что Татьяна Александровна уже сказала, обращаем ваше внимание в анкете ежегодного исследования «Мониторинг условий хранения и состояния фондов в библиотеках Чувашской Республики» будут дополнительные пункты для выявления количества документов, нуждающихся в консервационном вмешательстве. Это ремонт, переплет, реставрация, фазовая консервация. Сведения эти нужны для определения объема работ по сохранению фондов. Просим вас серьезно отнестись к заполнению всех таблиц анкеты. И добавлю в конце, что материалы этого семинара будут размещены в ближайшее время в виртуальном методическом кабинете на сайте Национальной библиотеки в разделе «Обеспечение сохранности библиотечных документов». Этот раздел там есть. Приглашаем вас туда заглядывать почаще. Там есть записи мастер-классов, и некоторые другие полезные вещи. Добрый день, дорогие коллеги.
Я рада, что Национальная библиотека имени Чавайна Республики Марий Эл вновь стала участницей вашего полезного и интересного мероприятия. А я имею возможность сегодня рассказать о нашей работе с фондами во время ремонта. Наша библиотека представляет собой комплекс из 3 зданий, объединенных переходами, и рассматривается как архитектурный ансамбль. Основное здание, построенное в 1940 году, и 2 поздних пристроя к нему, левый и правый. Основной корпус создавался во второй половине 30-х годов, когда в Йошкар-Оле постепенно развертывалось каменное строительство. Здание отражает архитектуру своей эпохи и является объектом культурного наследия. В мае 1940 года библиотека разместилась в новом 3-этажном здании. На тот момент оно считалось самым красивым библиотечным зданием Российской Федерации. Но шло время, историческому зданию предстоит капитальный ремонт с элементами реконструкции. В этом здании находились часть фонда книгохранения, в том числе фонд художественной литературы, весь газетно-журнальный фонд, отдел редких книг с фондом, книжная палата, отдел обслуживания с залом периодики. Здесь же находится и большой читальный зал. То есть в здании хранилось большое количество фонда. Этот фонд предстояло вынести на период ремонта на 2 года. Перед библиотекой встал вопрос, куда и как. На этапе планирования мы определили объем фонда, назначенный к перемещению, подсчитали небогатый бюджет. Было принято решение, фонд мы должны разместить в помещениях библиотеки, за пределы библиотеки вывозить его не будем. В пользу этого решения были соображения сохранности и экономии средств. И переносить фонд для временного размещения мы также будем сами, силами сотрудников библиотеки, примерно по тем же причинам. Очень важно было найти правильные места для размещения, чтобы одновременно решались задачи. Удобство путей переноса, чтобы было короче расстояние, поменьше лестниц и узких коридоров. Обеспечение сохранности фонда перемещений и в местах временного хранения. И по возможности задача доступности фонда для пользователей. Итак, периодика. Фонд зала новых периодических поступлений был перенесен и размещен в зале каталогов с сохранением функций по обслуживанию. Стеллажи мы постарались расставить так компактно и грамотно, чтобы был доступ и к каталогам тоже. Периодические издания предыдущих лет разместили в подвальных помещениях главного корпуса. Там было достаточно подходящих мест, поставили стеллажи, расставили фонд в привычном хронологическом порядке с сохранением алфавитного ряда внутри каждого года. Такое размещение обеспечивало доступность фонда и позволяло продолжать обслуживание пользователей. Фонд краеведческих газет, в том числе ретроспективных, решили не убирать далеко, разместили на стеллажах на 2-м этаже главного корпуса, в рекреациях. Отдел редкой книги переехал в помещение в 4 раза меньшее, чем было. Поэтому перевезли те книги, которые обычно демонстрируются во время экскурсий. Перевезли, конечно, книжные памятники, как часть фонда, требующая особой сохранности. Перевезли редкие краеведческие издания, книжные образцы, показывающие историю книги. Организовали и небольшой читальный зал, так как отдел часто посещают группы, классы и нужно всех разместить. Обеспечили таким образом практически полноценное обслуживание. Но пришлось на некоторое время отложить некоторые выставочные и издательские проекты. Потому что редкий художественный фонд, книги и журналы XIX века разместили в другом помещении, уже без доступа читателей. Часть книг поставили на стеллажи, а часть оставили в картонных коробках. Сотрудники отдела редких книг при переносе все делали сами, отказались от помощи коллег. Для максимальной сохранности переносили стопки книг на руках, укладывали в картонные коробки, прокладывали гофрированным картоном, то есть не стали передавать ценные издания из рук в руки. Книгохранение. Для книги с хранения места в главном корпусе уже не оставалось. Решено было фонд книгохранения увязать, промаркировать и уложить в корпусе книгохранения, частично нарастив стеллажи вверх для фонда художественной литературы, а частично штабелировать в межстеллажное пространство.
Для обслуживания пользователей эта часть фонда оказалась недоступна на время реставрации. Это 58 тысяч книг 1970-х годов издания. Это малоспрашиваемая литература, но отказы, конечно, все равно были. Всего таким образом в связи с ремонтом было перемещено 500 226 единиц хранения. Эта большая и ответственная работа осуществлялась силами сотрудников библиотеки с сохранением обычного режима обслуживания. Обслуживание мы вообще не закрывали ни на один день. Передавали книги цепочкой, из рук в руки. Старались, чтобы цепочка не проходила на основных маршрутах читателей. Но читатели, конечно, обращали на нас внимание, доброжелательно реагировали, предлагали помощь. Работа по перемещению фонда была начата 18 июня, а полностью закончена 4 сентября, то есть 2,5 месяца. Интенсивнее перенос был в июне и августе, а в июле, в период летних отпусков, мы увязывали фонд, маркировали, но тоже работали каждый день. Летнее время, за исключением дождей, позволяло выстраивать цепочки на улице, сокращая расстояние. Там, где было можно, передавали издания из окна в окно, минуя коридоры. Работали по 1-2 часа до обеда и столько же после обеда. В остальное время занимались основной библиотечной работой. Мы не привлекали на время переноса помощь сторонних учреждений, потому что подстраивали графики и объемы работы под себя, под свои мероприятия. Но наши друзья-партнеры, преподаватели ближайших библиотек и техникумов несколько раз приводили своих студентов. Объемы помощи, может быть, были невелики, но такое участие всегда трогало и нас всегда развлекала реакция студентов на старые журналы, на непривычные слова в названиях книг и журналов. То есть переносились свежие эмоции в рутинный процесс переноса. Наличие значительного массива перемещенных фондов, размещенных в неприспособленных помещениях, требовало постоянного контроля режима хранения, температуры, влажности, запыленности и принятия мер по защите фондов. Особого внимания требовали подвальные помещения. В подвале проходят коммуникации, расположены технические помещения, тепловой узел, проводятся мелкие ремонтные работы. Документы на верхних полках стеллажей мы прикрывали от пыли бумагой, картоном. Там, где стеллажи стояли непосредственно под проходящими трубами, использовали более надежный укрывной материал. В отопительный сезон требовалось особо внимательное наблюдение за трубами и батареями, чтобы не допустить даже малейших протечек. Летние дожди тоже приносили опасность. С торцевой стороны здания возможны были стекания воды по лестнице в подвал, увлажнение боковых помещений. Там мы фонды не располагали, но нужно было все равно вовремя проветривать, контролировать. Хозяйственные службы библиотеки относились с пониманием к заботам хранителей. Дворники тщательно чистили снег от стен здания, чтобы не было проблем при весеннем таянии снегов. Инженеры и слесари предупреждали о проходящих летом обязательных процедурах промывки и опрессовки труб, которые тоже несли риск протечек. Стеллажи в помещениях, подлежащих ремонту, пришлось демонтировать, так как большие размеры не позволяли вынести их через дверь. После этой вынужденной меры стеллажи уже были непригодны для дальнейшей эксплуатации. И при реконструкции здания появились идеи использования его по-новому, не только для хранения фонда. Были снесены некоторые временные перегородки. В первоначальном виде открылись просторные помещения. Отреставрированные залы хотелось использовать для читателей, но оставалась задача возвращения фонда из мест временного хранения. Значит, нужно было увеличивать фондоемкость помещений, максимально использовать весь объем исторического здания и высоту помещений, в которых она была достаточно значительной. Это позволило бы обеспечить сохранность книжных фондов, повысить уровень личной безопасности сотрудников и пользователей, а также организовать длительное хранение фондов библиотеки в полном соответствии с ГОС 750/2002 «Консервация документов». Вот этим мы и занялись. В результате мониторинга коммерческих предложений основных производителей библиотечного оборудования были получены 5 вариантов проекта размещения оборудования.
Выбрали оптимальный для нас проект, сформулировали техническое задание, провели торги. В результате мы приобрели стационарное стеллажное оборудование, поскольку перекрытие в здании деревянное, мобильные системы хранения размещать было нежелательно, как слишком тяжелые. Оптимальным вариантом оказались двусторонние и односторонние металлические стеллажи. Выбрали белый цвет и стеллажи с максимальным для каждого помещения уровнем хранения. 7 или 8 уровней с верхней крышкой, то есть под потолок. Размещение нового стеллажного оборудования совпало с началом 2022 года. Оснащены были отдел редкой книги, отдел периодических изданий, отдел книжной палаты. Фонд отдела редкой книги вернулся на постоянное место, книжные памятники помещены в шкаф-сейф, редкие издания размещены в застекленных шкафах, другие книги, журналы и рукописи расставлены на новых стеллажах. Из подвала в места постоянного хранения переехал архив печати Республики Марийор. А вся периодика собралась в новом отделе, отделе периодических изданий. Ранее текущие поступления были в отдельном зале. Обратный переезд был постепенным, по мере установки оборудования. Мы уже имели свежий опыт, не зависели от сроков ремонта, сами определяли ритм работы. Но хотелось все сделать быстро. В апреле мы начали перемещение, в августе завершили. Все встало на свои места. Какие мы сделали выводы из этого? Основной и главный. Переезд и ремонт – это вызов для коллектива. Но мы способны на этот вызов дать достойный ответ. Перемещение фонда требует тщательного планирования и организации, а также использования всех возможностей для обеспечения безопасности фондов и коллекций. В момент переезда наши фонды особенно уязвимы. Перемещение фонда в момент его осуществления должно стать общим и главным делом каждого сотрудника библиотеки. И только совокупный опыт позволяет сделать этот проект успешным, безопасным для фонда и интересным для библиотекаря. Всем спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – действия персонала в аварийной ситуации, связанных с намоканием документов. Но я буду это на примере нашей библиотеки говорить. Аварии, сопровождающиеся намоканием документов, как правило, неожиданно и приводят к их повреждению и утрате. Как показывает практика, подмоченный документ нельзя возвратить в его первоначальному состоянию, но уменьшить ущерб, нанесенный документу, все же возможно. Для этого необходимо принять быстрые и правильные меры по спасению поврежденных фондов. Как было уже сказано, аварийная ситуация по затоплению помещений и намоканию фондов водой самая распространенная. Что необходимо сделать, если она возникла? Рассмотрим порядок действий, как это должно быть. Наши действия при обнаружении протечки работников необходимо работнику немедленно сообщить о происшествии руководителю отдела или другому ответственному лицу, председателю или членам комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Если крупная авария, соответствующие службы, сантехник, электрик или аварийная служба. Номер телефона на слайде. Второе это действие – прекратить поступление воды, перекрыть краны или общие системы поступления воды. Далее – создать группы по спасению документов. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации оценивает обстановку. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций оценивает обстановку, необходимость в спасательных работах, потребность привлечения людей для проведения спасательных работ, формирует группы, ответственных за отдельные операции по спасению фондов, уборку помещения, эвакуацию документов, сортировку, сушку для контроля за состоянием документов в помещении после аварии. Если затопление сильно, привлекает максимальное число людей, сотрудников библиотеки и волонтеров. Далее, защитить документы. Если вода льется сверху, стеллажи закрыть полиэтиленовой пленкой.
Если течет по стене, то переместить документы, находившиеся в непосредственной близости к стене, в сухое место. При этом следует помнить, что уже намокшие документы под пленкой будут быстро поражены плесенью. Поэтому, как только авария будет устранена, их необходимо отделить и высушить. Пленку удаляют сразу же после того, как перестанет течь вода, во избежание повышения влажности под ней и, как следствие, развития микроорганизмов. Далее, воду из аварийного помещения удаляют с помощью насосов, ведер, совков для черпания, впитывающих материалов, водных пылесосов и водяного насоса поверхностного. Поверхностные насосы – это тип насоса для воды, который располагается на поверхности, а не погружается в жидкость. Далее, затем организовать перемещение пострадавших документов в сухое помещение с последующей их сушкой. Намокшие документы переносят по цепочке, вывозят на тележку или любым другим способом в сухое и чистое помещение с розетками для подключения электроаппаратуры. Установить столы, стеллажи, полки для размещения мокрых документов. Если намокли коробки или бумага, в которой упакованы документы, необходимо извлечь из упаковки влажные документы, просушить и снова упаковать в сухую бумагу или коробку. Рассортировать документы, предназначенные для сушки. Первое – по степени намокания, полностью намоченные, сырые и умеренно влажные. Второе – по виду переплета, в твердом переплете, мягкой обложке. Третье – по виду документов: брошюры, газеты, листовые материалы, документы на небумажных носителях. Применяются разные способы сушки. Далее, отобрать документы повышенного риска. Книги на мелованной бумаге, документы с подписями и рисунками, выполненными неводостойкими красками и чернилами. Их сушкой следует заняться как можно быстрее. Иначе при высыхании книга с мелованной бумагой превращается в цементировавшийся блок и не подлежит реставрации. Ламинированные и инкапсулированные листы при кратковременном попадании воды не намокнут, однако длительное нахождение их в воде может привести к развитию плесени под пленкой. Ламинированные листы как можно быстрее высушить, а инкапсулированные извлечь из пленки. Далее, заморозить пострадавшие документы. Возможно быстрое замораживание при температуре ниже 18 градусов. В бытовых или промышленных морозильных устройствах, в неотапливаемых помещениях или даже зимой на улице. Нужно сказать, перед замораживанием документа необходимо поместить в индивидуальные полиэтиленовые пакеты или обернуть в полиэтиленовую пленку в избежание прилипания к другим документам или предметам. Далее, организовать сушку пострадавших документов и их кондиционирование. О методах сушки документов будет озвучено в следующем выступлении. Далее, организовать сушку пострадавшего помещения. Помещение, в котором произошла авария, должно находиться под наблюдением. Самый простой способ – это естественное осушение путем проветривания. К сожалению, при масштабном затоплении этот метод малоэффективен. Сухость помещения будет лишь видимой. Влага уйдет из воздуха, но не из материалов, которые пропитаны его насквозь. Для просушки помещений используются разные виды оборудования, наиболее эффективными из которых считаются профессиональные строительные осушители – калориферы. Калориферы – это устройство, используемое для нагревания воздуха помещения. Далее, возврат высушенных документов осуществляется после их кондиционирования и тщательного осмотра. Установление в хранилище стабильного нормативного значения относительно влажности воздуха. Еженедельно в течение месяца проводить выборочный осмотр документов с целью выявления признаков развития плесени. И в заключение представляю слайд, необходимые материалы и оборудование на случай возникновения аварийной ситуации. Но это надо иметь по мере этой возможности. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема выступления – стабилизация документов, поврежденных водой, санитарно-гигиеническая обработка, сушка. Рассмотрим поэтапно, как спасать документы, поврежденные водой. Надо помнить, что чем раньше мы начнем работу по спасению намокших документов, тем лучше,
так как если не принять нужные меры, практически сразу после аварии начнется их разрушение. Излишняя влага в книгах быстро приводит к развитию плесени, ржавлению металлических скоб, образованию грязных затеков на бумаге, деформации, короблению всего документа. Листы мелованной бумаги слипаются необратимо, текст, изображения, штампы, выполненные неводостойкими красителями, размываются, отпечатываются на других листах. Намокая, все материалы, из которых состоят документы, теряют прочность, поэтому нужно быть осторожными при обращении с ними. Сушат документы в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Проветривать проще всего естественным образом, через раскрытые одновременно окна и двери. При этом, конечно, придется учитывать погодные условия. Если за окном идет дождь или метет метель, держать окно открытым не стоит. В любую погоду для увеличения скорости потока воздуха можно использовать систему вентиляции, строительные фены, тепловентиляторы, а для увеличения температуры воздуха обогреватели и калориферы электрические. При этом обязательно следить за тем, чтобы потоки воздуха не повреждали документа. Избыточное освещение, прямые солнечные лучи всегда опасны для документов. Для намокших влажных документов они опасны вдвойне, поэтому нельзя сушить документы на солнце. Не допускается сушить документы на боковом обрезе домиком. Не допускается раскладывать документы на обогревательных приборах, батареях, радиаторах. Это приводит к их сильной деформации. Также нельзя складывать проложенные впитывающим материалом документы друг на друга или под груз. Это приводит к повреждению корешка переплета. Можно просушивать бумагу утюгом с регулируемым нагревом до плюс 110 градусов. Обязательно при этом подкладывать под утюг чистую, без текста впитывающую бумагу, не мелованную и не оберточную. При попадании на документы канализационных или других грязных вод необходимо сначала промыть их в большом количестве проточной воды и сушить в первую очередь. Температуру и относительную влажность, а также влажность документов необходимо постоянно контролировать. Это можно делать с помощью приборов, измеряя относительную влажность воздуха психрометром, а в толще документов с помощью термогигрометра со щупом. Определить, что листы уже сухие, можно также сенсорно, прикоснувшись тыльной частью предплечья. Если бумага холодная на ощупь, следовательно, не высохла еще до конца, требуется досушивание. Рассмотрим способы сушки различных документов. Сушка документов на бумажном носителе. Основной способ – прокладывание документов впитывающим материалом. Во время сушки блок прокладывает бумага с высокой впитывающей способностью, например, как фильтровальный, газетные без текста, бумажными полотенцами, салфетками, туалетной бумагой или марлей, и также ХБ-тканью, не линяющей. Размер впитывающего материала должен превышать размер документа на 5-10 см, чтобы влага из документа испарялась через его выступающие края. Промокший, но чистый впитывающий материал вынимают, сушат и снова используют. Последовательность действий. Вложить листы впитывающим материалом между обложкой, крышками переплета и форзацами. Проложить впитывающим материалом книжный блок через каждые 10-15 листов. Заменять впитывающий материал по мере его намокания, вкладывая его каждый раз между другими листами документа и переворачивая документ на другую сторону во избежание деформации. Большинство документов надо сушить, кроме рулонных микрофильмов, на горизонтальных поверхностях. Например, это как на столах, на стеллажах, на полу, на досках, уложенных между столами и стульями, подложив впитывающий материал. Досушивать сухие, но холодные на ощупь документы необходимо под грузом для предупреждения деформации, предварительно удалив впитывающий материал. После сушки в блоке у корешка может сохраняться влага, поэтому подсохшие документы после досушивания необходимо хранить в помещении с относительной влажностью воздуха 40-45% и температуре от 18 до 22 градусов в течение 2-4 недель. Этот процесс называется кондиционирование. При досушивании и кондиционировании продолжать ежедневно просматривать документы во избежание появления плесени. Документы с признаками поражения плесенью отбирать на дезинфекцию. Рассмотрим особенности сушки отдельных видов документов на бумажном носителе. Очень мокрые и большого формата документы сушат только в горизонтальном состоянии. Замороженные документы следует оттаивать при комнатной температуре. Это постепенный процесс, на него может потребоваться несколько часов или даже дней в зависимости от размера документа и от того, насколько он промок. Когда лед полностью растает, необходимо приступить к их сушке, к такой же сушке обычной. Документы в твердом переплете можно сушить в полуоткрытом состоянии на нижнем обрезе, веером. Брошюры, отдельные номера газет можно сушить, развесив на натянутой бечевке из синтетических нитей и хорошо проветриваемом помещении. Сильно намокшие газеты, брошюры сушить только на горизонтальных поверхностях, прокладывая впитывающим материалом. В развешенном состоянии они могут порваться. Листовые материалы, фотодокументы необходимо выложить из рамок, альбомов, конвертов и любой другой упаковки. Фотографии раскладывать эмульсионной стороной, то есть лицом вверх.
не прикасаясь к слою эмульсии фотодокументов руками. Документы на мелованной бумаге, документы с неводостойким текстом прокладывать впитывающей бумагой через каждый лист, начиная с заднего форзаца. Если нет возможности немедленно приступать к спасению, то лучше оставить документы на мелованной бумаге в чистой холодной воде, но не более чем на 48 часов. Затем сушить прокладыванием впитывающей бумагой через каждый лист. В этом случае неизбежно пострадает переплет сам, но листы не слипнутся, и документ можно будет сохранить. Ламинированные документы необходимо как можно скорее вынуть из промокшего контейнера, иначе они могут расслоиться. Удалить влагу с поверхности, сушить на чистой горизонтальной поверхности без подкладывания и прокладывания влаговпитывающим материалом, периодически переворачивая. Важно помнить, что процесс идет медленно, поскольку слой пленки замедляет высыхание. Сушка поврежденных водой документов на небумажных носителях. Это, например, как всякие микроформы, микрофиши, микрофильмы. Их необходимо изъять из контейнеров немедленно во избежание их слипания и прилипания к защитным приспособлениям. Быстро развернуть пленки микрофильмов, свернутые в катушку, и подвесить к веревке за край, на котором нет изображения. Микрофиши сушить плашмя эмульсионной стороной вверх или прикрепленной к веревке за край. Если микроформы невозможно немедленно высушить, то их следует погрузить в чистую холодную воду, но не более чем на 48 часов. Их нельзя замораживать, так как это способствует отделению эмульсии и утрате документа. Также сюда входят оптические диски, виниловые пластинки, видеоленты, которые тоже нужно немедленно извлекать из контейнеров, капли воды удалять промокательными движениями, салфетками из микрофибры, сушить на воздухе, положив на влаговпитывающий материал. При работе оптические диски и виниловые пластинки аккуратно держать за края, не трогать поверхность руками. И в заключение, какие, как Светлана Николаевна уже сказала, необходимые материалы и оборудование, средства индивидуальной защиты. Что нужно? Это впитывающий материал, основной, это как бумага фильтровальная, туалетное, бумажные полотенца, салфетки, любая чистая бумага, кроме мелованной, марля, всякие хлопчатобумажные ткани, не линяющие, салфетка из микрофибры. И также груз здесь нужен. Груз тоже, смотря что у вас есть. Например, кирпичи, можно их тоже, обклеенные кирпичи, чистые мебельные всякие доски, потом картон, тоже плотный картон, термогигрометр, но это, наверное, не у всех есть, но по мере возможности. Строительные фены, тепловентиляторы, калориферы электрические и также средства индивидуальной защиты. Что нужно здесь? Перчатки резиновые, хозяйственные, медицинские, нестерильные, перчатки нейлоновые, маски медицинские, фартуки водоотталкивающие. Спасибо за внимание. Берегите свои библиотечные документы. Молодцы, коллеги.